Вы смотрите новости, в студии Надежда Саханская. Здравствуйте. Коротко о главных темах выпуска. Выборы. Безопасность на выборах. Зафиксированы случаи заражения COVID-19 во время трехдневного голосования. С новой дорогой в перспективное будущее. В Нюрбе состоялось открытие самой протяженной асфальтированной улицы. Внушительная победа. В Стамбуле проходит второй этап Кубка мира по масс-рестлингу. На 19 сентября выявлено 173 новых случая коронавирусной инфекции. Так, в Якутске зафиксировано 102 случая, в Сунтарском районе 12, в Мегино-Кангаласском 6, в Вилюйском, Нерюнгринском, Нюрбинском и Татинском районах по 5 заболевших, в Алданском, Амгинском и Усть-Алданском по 4. В Мирнинском, Намском, Усть-Майском и Хангаласском районах выявлено по 2 случая заражения, в Верхоянском районе 2, еще в 7 районах Якутии по 1 случаю. Мы понимаем, что сегодня на наших избирательных участках мы, реализуя свое конституционное право, создали все условия для того, чтобы выборы прошли безопасно. Тем не менее, я обращаюсь к гражданам республики в настоящий момент. В случае, если вы чувствуете недомогание либо поднятие температуры, соответственно, обращаться в избирательную комиссию для того, чтобы реализовать свое право на дому, и сразу обращаться в учреждение здравоохранения для того, чтобы решить вопрос о своем диагнозе в части исключить ковид или ОРВИ для того, чтобы начинать свое оздоровление. Сегодня в Якутии проходит последний день выборов. По результатам 2 дней голосования есть несколько случаев, когда на участки приходили люди с подтвержденным диагнозом COVID-19. Для всеобщей безопасности люди, инфицированные коронавирусом, должны голосовать на дому. Сделать это можно сегодня до обеда. Об этом сказал глава Якутска Евгений Григорьев. Он призвал всех якутян, которые приходят голосовать на участке, соблюдать санитарные требования, носить маски, перчатки и придерживаться социальной дистанции. По результату 2 дней, к сожалению, есть несколько случаев подтвержденных, когда люди с подтвержденным диагнозом ковида приходят на избирательный участок, и в связи с этим происходит ряд сложностей. К сожалению, есть подтвержденные случаи заболевания и на УИКах. У нас сегодня 2 председателя находятся в больнице. Поэтому я призываю всех тех людей, у кого сегодня есть диагноз, подтвержденный с ковидом, воспользоваться услугой надомного голосования. Сегодня до обеда можно сделать это, вызвать к себе бригаду в дом, проголосовать дома и не подвергать жизни окружающих людей опасности и не приходить на УИК. На 10 утра 19 сентября в республике проголосовало 204 392 человека, что составляет 30,86%. Об этом сообщил председатель Центра избиркома Якутии Евгений Федоров. На 19 сентября в Якутске проголосовало 54 380 человек, что составляет 25% избирателей. На 126 избирательных участках города работают 1504 члена комиссии с правом решающего голоса, 175 с правом совещательного голоса и 775 наблюдателей от кандидатов и политических партий. На избирательные участки поступило свыше 4000 заявок для голосования на дому. За 2 дня по этим заявкам проголосовало 3500 избирателей. Удивляет то, что весь мир прикован сегодня к нашим выборам, и не только, может быть, враги, и не столько, сколько весь мир, который надеется на нашу Россию, которая была всегда оказывала помощь тем, кто в ней нуждается. Поэтому и желаю, чтобы так и было, чтобы воля народа была высказана, и она была беспрекословна. И самое главное, чтобы выборы прошли честно и достойно. К концу эфира зрители телеканала «Якутия-24» ожидает свежая сводка данных из Центра избиркома.
А мы переходим к другим темам. В конце августа на Вилюйской гидроэлектростанции запустили один из 3 агрегатов. Все 3 установки перерабатывают механическую энергию реки Вилюй в электрическую. По плану гидроагрегатов должно быть 4, чтобы гидроэлектростанция заработала в полную мощность. Наша съемочная группа узнала, для чего еще нужна 4-я установка и сколько средств понадобится, чтобы ее приобрести. Запуск гидротурбины на 1-м агрегате Вилюйской ГЭС сродни запуску ракеты. Последние команды по рации, нажатие кнопки и вот спокойная турбина за считанные секунды развивает скорость до 88 оборотов в минуту. Рев гидротурбины 1-го агрегата здесь не слышали давно. Была на ремонте. В конце августа вернулась в строй. Цех гидроэлектростанции тоже похож на космический. Специалисты на цифровых мониторах проверяют исправности и неполадки механизма. Перед запуском важно проверить каждую мелочь. Для этого сюда приглашают специалистов с других городов. Сервисные работы мы в основном проводим для того, что в течение какого-то времени, долгого, могут быть какие-то изменения, связанные с электротехникой, то есть конденсаторы посаживаются и так далее, в связи с чем могут плавать преобразователи, поэтому мы приезжаем, проверяем всю электронику, проверяем, что не сбилась калибровка контррегулирования. Вилюйская ГЭС входит в состав генерирующих станций Дальнего Востока, преобразовывает энергию воды в электрическую. Гидроэлектростанция снабжает энергией все промышленные предприятия, не только компании, но и во всей республике. Чтобы станция заработала на полную мощность, необходима работа 4 гидроагрегатов. Сейчас в эксплуатации только 3. В данный момент у нас в силу отсутствия 4-го агрегата и в силу отсутствия воды, объема воды в проточной части, возникают неравномерные напряжения в фундаменте здания ГЭС. Поэтому 4-й агрегат нам крайне необходим. Обществом проделана большая подготовительная работа по реализации строительства 4-го агрегата. Так, у нас на данный момент заключены договора на разработку проектной и рабочей документации пускового комплекса 4-го агрегата. Также заключен договор на разработку схемы выдачи мощности Светлинской ГЭС с учетом ввода в эксплуатацию 4-го агрегата. И также заключен договор на исследование баланса электрической энергии и мощности. Стоимость проектных работ порядка 100 миллионов рублей. Это первый этап к реализации большого проекта по завершению строительства Светлинской ГЭС. Что касается 4-го агрегата, стоимость определят после завершения проектно-сметных работ. Анна Брянская, Алексей Меркулин, телеканал «Алмазный край». Уже следующим летом исполнится мечта многих айхальцев. В парке поселка Здоровья появятся кафе, зоны отдыха, детские площадки и многое другое. Сейчас руководство поселка ждет на благоустройство 20 миллионов рублей из республиканского бюджета. Проект местных инициатив по улучшению комфортной среды стал одним из победителей конкурса социальных проектов территории Алроса. Напомним, конкурс благоустройства Мирнинского района был запущен по инициативе проекта «Народный актив». Предложить свои решения могли местные муниципалитеты и общественные организации. В конкурсе победили 8 проектов городов и поселков Мирнинского района. В Нюрбе состоялось открытие асфальтированной самой протяженной улицы города. Улицы Чусовского протяженностью более 3 километров, а также улицы Кирова в Октябрьском наслеге. Тем самым завершился важный этап в реконструкции улиц поселений Нюрбинского района. С 2018 года в Нюрбе заасфальтировано 10,5 километров и в Антоновке более 2 километров автодорог. Работа по асфальтированию и освещению улиц продолжится. Администрация района совместно с холдингом РИК, Автодоры и Министерством транспорта Якутии планируют реализовать пилотный проект по капитальному ремонту улиц Наслегов Нюрбинского района за счет Дорожного фонда республики и районного бюджета. В городе Нюрба уложено более 10,5 километров заасфальтированной улицы. В Октябрьском наслеге 2,5 километра. А сегодня мы сдаем участок улицы имени Героя Советского Союза Чусовского протяженностью 3 километра 100 метров. Значит, ширина проезжей части 7 метров и обочины по 1,5 метра. Где-то порядка 5 дней была проведена подготовка земполота и основания. И в течение 6 дней вот этот участок был заасфальтирован.
По национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Якутске в этом году запланированы ремонтные работы и асфальтирование на 36 участках. На сегодняшний день выполнено более 80% от плана. О том, какие дороги обновлены в пригородной Мархе, в материале Ульяны Шагиной. На одной из основных улиц Мархи, Интернациональной, сегодня завершено асфальтирование. До ремонта ездить по этому участку было невозможно. Ямы и выбоины доставляли автолюбителям одни неудобства. В рамках нацпроекта обновили и прилегающую к Интернациональной заводскую улицу. Мы находимся на улице Интернациональная, микрорайон Марха. Протяженность данной улицы составляет с улицы Заводской километр 961 метр. У нас в порядке 80% уже асфальтирование уже завершено. Регенерация также полностью все завершено. Улица Интернациональная, 19-й крайний объект подрядчиков. Помимо асфальтирования, дорожники привели в порядок и заасфальтировали автобусные карманы. Улица двухполосная, шириной 8 метров. Работы выполнены методом холодной регенерации. То есть она с добавлением цемента и воды готовит основание 20 сантиметров толщина. По такой же технологии этим летом обновили и улицу Олега Кошевого. Здесь отработала уже другая подрядная организация. Кроме Мархи, они обновили улицы в Строительном и Сайсарском округах. Олега Кошевого – одна из самых длинных по протяженности – более 3 километров. В плане освещенности тут 107 новых осветительных столбов будет. Также барьерных ограждений вдоль дороги 900 метров. Помимо освещения проложили тротуары вдоль школы, детского сада и кадетского корпуса в микрорайоне. Напомню, в этом году ремонт провели на 36 индикаторных объектах. Дополнительно отработали на 8 переходящих участках. По ним работы должны были провести в следующем году. Подрядчик с опережающими темпами выполняет производство работ. То есть он объем работ, предусмотренный в 2022 году, уже выполняет в текущем году. Следует отметить 8 объектов. Это Поярково, Каландрашвили, Пирогова, Ильминская, подъездная к Речевой школе, Федора Попова, переулок Энергетиков. Главным же объектом нацпроекта остается проспект Ленина. Протяженность улицы порядка 3 километров. За нее возьмется подрядная организация из Читы. На обустройство главной улицы столицы выделят порядка 1,5 миллиона рублей. В этом году по проспекту будут проводиться только земляные работы от участка улицы Кулаковского до Октябрьской и Кирова. Этот участок протяженностью 800 метров во время работы будет перекрыт после утверждения схемы маршрутного транспорта. Ульяна Шагина, Павел Никифоров, Семен Семенов, Якутск, Марха. Первый соревновательный день второго этапа Кубка мира по масс-рестлингу принес российской сборной 5 золотых, 3 серебряные и 4 бронзовые медали. Мужчины соревновались в 4 весовых категориях от 60 до 125 килограмм, женщины в 3 от 55 до 85 килограмм. День оказался богат на яркие поединки. Так свое лидерство на помосте в очередной раз подтвердила якутянка Наталья Черноградская. Удача была и на стороне Дмитрия Зорина. Чистый и честный масс-рестлинг принес якутянину золото в весе до 60 килограмм. Настоящий шквал эмоций также подарил поединок в весе до 125 килограмм. Два прославленных мастера спорта России международного класса Иван Галкин и Роман Калинин также столкнулись в перетягивании палки. Со счетом 2-0 победа досталась спортсмену из Тверской области Роману Калинину. Отметим, 19 сентября в Стамбуле состоится второй день соревнований второго этапа Кубка мира. Также пройдет открытый чемпионат Европы по масс-рестлингу. В целом все хорошо, качественно, хорошо сделала вес вчера сразу и выступила сегодня хорошо. Ну вот тяжело именно в часовом поясе. Это же мы как будто в Якутске сейчас в 9-10 вечера, да? Ага, соревнуемся. Вот это, с этим тяжело больше всего. Да, конечно, доволен. Результат максимальный, можно сказать. Соперники достойные. Много работал. После игр Манчара где-то только неделю отдыхал, а потом уже приступили к тренировкам уже. Свою победу хочу посвятить памяти Владимира Евгеньевича Калинина, который несколько месяцев назад ушел из жизни от коронавируса. Мой отец, президент Федерации масс-рестлинга Тверской области, он вместе со мной все время был на всех рубежах масс-рестлинга с самого начала, как я начал заниматься в 2014 году.
МЧС республики предупреждает якутян о сильных порывах ветра и мокром снеге. Сегодня, 19 сентября, в Якутске преимущественно без осадков. Порывы ветра достигнут 17 метров в секунду. Температура воздуха прогреется до плюс 7 градусов. Под влиянием циклона восточная часть Якутии, в центральных районах республики, на востоке, северо-востоке небольшой, местами умеренный дождь, мокрый снег. В северных районах небольшой снег, на западе преимущественно без осадков. К этому часу это вся информация. Оставайтесь с нами.